Время, ребята, 7 часов 40 минут вечер. Готовлюсь ужинать. Лежал там, просматривал свои, что я снимал сегодня. Сейчас надо покушать. Фух. Сейчас я лежу там, и Айда вот в коридоре спит, и храп такой вот доносится до избы. За спиной она спит, а Тулантик-то в будке. Он, думаю, еще больше устал. Пусть спят, отдыхают. Ну что у нас сегодня? Ужин у меня будет суп, черный хлеб, лук. Что еще для счастья надо? Все по-простому, сытно, вкусно. Вторая буханка это с прошлого похода. У меня целая буханка осталась. Я пол буханки собакам давал. И еще осталось, но завтра дам. Вот. Наваристый, хороший, вкусный суп получился. Очень вкусный суп. Чуть-чуть, наверное, соль надо добавить только. Суп сварил из тушенки. Тушенка. Картошка и пачковый суп. Ну, стандартный, обычный. Не раз уже, кто меня смотрит, уже не раз я показывал, как я этот суп варю. Обалдеть. Самое то. Не пересол, не досол. Самое как раз. Соли вообще я не добавлял. Очень вкусно. Ну что, традиционно, наверное, что-то надо рассказать. Обычно какие-то истории я рассказываю за ужином. Ну, можете поставить на паузу, быстренько сбегать на кухню, сделать бутерброд и вместе со мной поужинать. Это нормально, я думаю. Сейчас я это на печку поставлю. Пусть греется. Потому что сейчас у меня аппетит появился, я буду кушать. Плотно, мощно буду кушать. Вот. И расскажу, как я первый раз встречался с медведями. Много охотился я, но в основном с малолетки там охотился на уток, основная добыча была. Потом белки туда-сюда. А дело было после армии. Может, некоторые телезрители уже эту историю слышали. Я многим эту историю уже рассказывал. И городским, даже друзьям, знакомым, и нившевским нашим. Как-то мы, короче, одноклассники, ну, два друга, будем так скажем. Одноклассники, два друга. Со мной еще были. Короче, мы
Еще через Нишеру мост недоделанный был как-то. Доски были поставлены, но вода еще большая была. Короче, мы поднялись где-то 40 километров по грунтовке. Там таежная речка. И на эту речку впадает ручеек. Ручей. Ну, не ручеек. Ручеек это маленький, а ручей. Куда? С весны до осени Хариус поднимается, и всю летний период до поздней осени там кормится, живет на этом ручье. И, короче, мы с друзьями поехали до туда. Я как бы старший там в этой компании был. Знакомые места, знаю, куда ехать, куда идти, где рыбачить. Доехали до места, до реки. Я на речку так посмотрел, сразу понял. Рыбалки не будет, клёва не будет. Потому что мне показалось, что уровень воды еще большая. Ну, не такая, чтобы Хариус клевала. И мы пошли на ручей. На ручей пошли. Начали рыбачить там туда-сюда. Почему-то рыба не клевала. Потом одного Хариуса мы поймали. А берег, видишь, все натоптано. Трава натоптана. Я друзьям говорю, это, ребята, ничего страшного, это выдры тут ходили, мяли траву. Я так, как сказать, я так подумал. И два Николая, два Коли, короче, два друга, два Николая. Я им сказал, вы, ребята, здесь оставайтесь и против течения потихоньку, вот рыбачки, против течения вы поднимаетесь. А я один поднимусь, там какая тропинка была, ну, дорога. И я по этой дороге пойду где-то с километр. И к вам буду навстречу спускаться. Вдвоем буду подниматься, я один буду спускаться. И так мы, в общем, сделали. Так сделали. Я поднялся там, деловой такой. Ничего, без страха, ничего не боюсь, все тут знаю. Вот. Короче, я начал рыбачить, я поднялся этот километр, начал рыбачить. Рыбачу. Тоже без клёвья такое. Не знаю, какое время прошло с начала рыбалки с того места. И я на одном берегу, а на другом берегу метров 70, наверное, от меня такой кустик так шевельнулся. Я вот начал разговаривать, у меня мурашки. Сразу по телу такой холодок прошелся. И такой кустик, тюк-тюк, о, думаю, лось. Ну, до этого времени я с лосем уже встречался, уже что к чему я знаю. Думаю, лось. И точно, блин, кто-то выбежал с этих кустов. Метров от меня метров 70-60. Смотрю, блин, такое коричневое тело такое бежит. Вот я вот стою, и от меня вот параллельно за ручьем, вот параллельно ручью такую. Я как увидел, ребята, у этого лося
ушки-то вот такие. У самого лося сантиметров 20, кто охотник знает, сантиметров 20 ушки у лосей. А у этих-то маленькие, блядь. Я смотрю, такая туша, блин, медведь. Я замер так. Бежит, бежит. Смотрю, за ним еще 2 штуки. Годовалые уже годы. Мне еще страшнее стало. Еще буквально за секунду еще 2 появились. Понимаете, уже 5 штук их. Еще меньше. Они как вообще как шарики бегут. Пушистые шарики. Ой. 5 медведей, понимаете? Ни разу я медведя не видел. И на тебе сразу 5 штук. Это получается мать. Мощный такой. Блин, такая туша. За ним годовалые 2 штуки. И вот в эту весну еще 2 штуки родились. Видно, мамка еще не выгнала этих годовалых. И вот 5 штук, 4 детеныша и мама. Короче, вот возле меня, вот буквально там пробежали 60-70 метров. От силы так, примерно. Я смотрю, удочкой так сижу, ой, и не сижу, а стою. Они пробежали, как последний за горизонт. Ну, кусты, ну, как этот выговорить-то? Ну, вот так, заклинило опять. Русский язык заклинило у меня. И все, пиздец. Короче, последний из горизонта с обзора я потерял. Я понял, что надо сматывать удочки и бежать отсюда, пока штаны не спустил у меня. Знаете, вот я взял удочку и в ручей так вот выкинул. Где-то у меня нож был. Я взял нож в руки и начал, знаете, как бежать. Бегу, так бегу. И где-то, я не знаю, сколько метров я пробежал, начал потом «Коля!» так крикнул, там 3 раза крикнул. Опять бегу. А знаете, вот эти медведи, я вот сейчас я думаю, и тогда уже начал думать, что эти медведи от моих друзей начали они переход, рысью они бежали от них. Но они даже не рычали, не без звука, они бежали. От них, наверное, видно, бежали. А если вот на меня, вот прямо если на меня вот они прибежали, я не знаю, что бы со мной сделали. Но мне страшно стало. И друзья мои откликнулись. Нож я в руках так держу. Я говорю, медведи там пробежали. Давайте, говорю, давай пока целый. Все равно рыба не клюет, давайте уедем отсюда. Мы, короче, решили и поехали на мотико обратно, сели. У меня мотоцикла еще не было, а у друзей 2 езжака было. Из Юпитера, из планета, да, из Юпитера, из планета. Мы сели и обратно и начали ехать домой. И знаете, вот поворот так, дорога идет, и поворот такой. И с каждого поворота мне вот мерещится, как лапа так выходит, блин. Сейчас вот думаю, сейчас медведь выскочит, и лапа там. Я так испугался. И первый испуг, этот испуг сломал меня. И после этой встречи я реально начал как-то бояться медведей. Бояться так, через свой страх. И все равно я ночами ходил, и днем, и ночью, и
все время я ходил на охоту, на тока ходил. И все равно мысли у меня те медведи остались в памяти на всю жизнь. И думаю, вот пока я... Ай, мне надо лично самому мне добыть хоть одного медведя и шкуру снять. Может, после этого как-то этот страх мой исчезнет. И дополнительно после этих встреч еще были несколько встреч, ну, таких безопасных встреч. Такие от меня медведи, вот я сталкивался с ними, и от меня убегали. Вот. И позапрошлом году вот он реально на меня вот пришел, блин, это дополнительно еще я конкретно испугался. Вот. И сейчас вот на днях тоже я смотрел YouTube про медведей, что-то там говорили. Может, просто болтуны, но вроде охотник тоже. И он тоже встретился с медведем, с детенышами. Да, медведь был. И этот охотник рассказывал, что с детенышами медведь более не опаснее, чем медведь, у которого есть добыча. Добыча, вот что-то, вот у него какая-то падаль есть, и этот падаль он охраняет. И в позапрошлом году, вот кто смотрел мои фильмы, вот когда вот на меня медведь пришел, у него туша оленей вот был, и видно, он охранял тоже. Жалко, конечно, вот сейчас, но мне не до съемок просто было, а вот у меня камера вот висела, вот, и от испуга я камеру отпустил, я бежал, реально бежал. Хотя в руках ружье было, но бежал. Я в шоке был. Мог бы вот камеру поднять и просто вот заснять, как он лапами он махал на меня так. Ну, выгонял, видно, он выгонял. Ну, так тоже подумая, что вот и если с детенышами медведи тоже, медведица тоже, она ради детенышей на все пойдет. И лишний раз, конечно, встречаться никакого интереса у меня нету. Ну, я рассказал, что было со мной. Я не герой. Я не хочу вот... Я могу эту историю так повернуть, что рассказать вообще по-другому. Но я рассказал всю правду, как было, и как себя я чувствовал. Могу запросто рассказать, что вот я на них смотрел, они на меня смотрели, бежали или еще. Я не испугался, кричал им вслед. Я это могу придумать запросто. Но я реально рассказываю, никогда никого не обманываю. Зачем это делать? Вот. Я вот сейчас тоже думаю, блин, если на меня побежали, ну, в лоб, вот если на меня это с детенышами выскочила, фиг знает, что бы со мной она сделала. Хорошо, что стороной они пробежали. 5 штук, 5 медведей. Вот это да, думаю. Вот. Ну, немножко рассказал.
Некоторые просят там тоже рассказать какую-нибудь историю за ужином. Вот в голову пришло, да, я думаю, расскажу. Реальность. А добывать я еще медведя не добывал. Ни разу. Даже в него ни одного выстрела не делал. Не стрелял еще в них. Вот так и живем. Фонарик надо испытать. Сейчас поужинаю и на улицу выйдем, как он светит вообще этот фонарик новый. Хитрый фонарик, между прочим. Такая функция есть, что вот рукой так, если на лбу, рукой так дернешь, и он выключается. Еще раз дернешь, включается. Китайцы молодцы. Вот. Ну ладно, ребята, я буду дальше ужинать. Спокойно так. А то разговариваю, ем. Многим знаю, вот многие пишут тоже только ешь, ешь, ешь и все. Ну вот так есть в жизни. Как без еды? Ну никак. Поужинаю. Ну вот полная тьма на улице. Сейчас тестировать будем фонарик. Главное включить надо еще. О, Туланчик. Привет, Туланчик. Нормально светит. Нормалек. Нормалек светит, вон как. О, деревья, вершинки, все светит. Безоблачно. И звездное небо сегодня. Жалко, не видно на камеру. Не доели кашу, а, Тулан? Ты-то наелся, видно. Ай, да что-то не ест. Холодно. Ладно, ребята, на этом буду заканчивать. 1 апреля заканчивается. Придет завтрашний день, посмотрим, как будет завтра. Сегодня рыбалка не удалась. Но огорчаться не будем. Будем надеяться, что завтра хоть что-то поймаем. А сегодня я буду отдыхать. Так что до завтра.